Благодаря деятельности фонда Ашана многие детишки Абхазии получили самое ценное, что возможно представить – здоровую и полноценную жизнь. В течение всего 2023 года фондом было проделано немало благотворительных дел. Акции добра, полезные проекты и многое другое. Подопечным были проведены сложнейшие операции. Многие из них прошли курсы реабилитации и диагностики в Абхазии, России и Армении. Но, конечно, самым большим достижением фонда остаются спасенные детские жизни. Было отправлено на лечение более 60 подопечных фонда и оплачено более 70 курсов лечения. За 2023 год было собрано более 11 миллионов рублей, и это стало возможным благодаря объединению усилий неравнодушных людей, которые уже на протяжении стольких лет находятся рядом с нами. Как отметила Сабина Зухба, в этом году фонд активно вел работу с волонтерами. В течение года фонд Ашана провел более 25 благотворительных акций, и благодаря им оказали помощь большому количеству детей. По инициативе наших волонтеров был запущен флешмоб «Лето с Ашана». Это был ряд благотворительных мероприятий культурно-развлекательного характера для детей с ограниченными возможностями. Также по инициативе нашего фонда ноябрь месяц был назван месяцем волонтерского фандрайзинга, приуроченного ко Всемирному дню доброты. Если говорить кратко, это когда деньги на благотворительность собирает не только сам фонд, но и просто обычные люди, сторонники, активисты, которые хотят помочь определенным способом. Одним из самых больших проектов фонда является, конечно же, медицинский проект «Здоровое поколение», реализуемый при поддержке Министерства здравоохранения Абхазии. В рамках этого проекта в Абхазию были приглашены врачи и медики из Армении и России. На протяжении многих лет к нам приглашается специалист из Еревана, врач-ортопед, который проводит прием в Абхазии, прием детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Помимо этого были приглашены специалисты из Томска, также были приглашены из нейрореабилитационного центра «Импульс» из города Сочи, которые проводили обследование детей с органическими поражениями центральной нервной системы. В начале 2023 года начал работу новый проект фонда «Искусство без границ», который реализуется Ашана совместно с автором идеи Анной Савиловой и Русским театром драмы имени Искандера при информационной поддержке «Спутник Абхазия». Цель проекта – показать эффективную и естественную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в социальные и культурные процессы общества. «Искусство без границ» – настоящее доказательство того, что детишки с ограниченными возможностями здоровья могут и должны участвовать во всех сферах жизни социума. Летом начал также свою работу спецпроект фонда «Социальное государство – это мы» под эгидой общественной организации Ассоциация реабилитологов Абхазии. Основной задачей проекта является мониторинг проблем реабилитационных центров республики. Мы продолжаем проводить акцию, которая полюбилась очень сильно многим нашим гражданам. Это красивые номера. Благодаря 4 этапам проведения этого аукциона, открытого онлайн-аукциона, было собрано почти 4 миллиона рублей. Как отметила Асида Мархолия, столь важная работа была бы невозможна без поддержки и помощи всех неравнодушных жителей Абхазии. Спасибо всем, что вы были в этом году с нами, и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Фонд Ашана из года в год продолжает оказывать помощь и поддержку тяжело больным детям Абхазии. И именно благодаря неравнодушию людей многие из них были спасены. Как отметили сотрудники фонда Ашана, они не остановятся на достигнутом. Фонд будет и дальше развиваться в благотворительном направлении. Рада Чачава, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.